Два легендарных клинка в истории войны – шашка и японский меч катана. Практически каждый современный человек хоть раз в жизни видел это оружие, если не в реальной жизни, так в кино или по телевизору. И хотя два вида этого длинноклинкового оружия имеют некоторое сходство, у них разная история создания, которая повлияла на их боевые качества. Японская катана, благодаря распространению восточных единоборств и кинематографу, стала очень популярна, и о ней известно практически все. Но секреты владения шашкой, история создания этого оружия во многом остаются загадкой. В моих руках шашка. Уникальный клинок, который продолжал использоваться в боевых действиях, даже когда огнестрельное оружие вытеснило из армий сабли и шпаги. Внешне шашка похожа на саблю. Однако знаете ли вы, что ближайший родственник шашки – это нож, даже нож-мачете, в то время как сабля произошла от меча, который в процессе своей эволюции потерял одну из режущих кромок и получил искривленное лезвие. Любопытно, что удар шашкой в несколько раз эффективнее и быстрее, чем атака саблей. Причина этого состоит в том, что сабля располагается в ножнах вот таким образом. И для того, чтобы атаковать этим оружием, необходимо его вытащить из ножен, замахнуться и ударить. С шашкой все наоборот. Шашка располагается в ножнах вот так. И поэтому удар шашкой можно выполнять без предварительного замаха, то есть в несколько раз быстрее. Специалисты считают, что именно это позволило шашке оставаться на вооружении армий дольше других видов клинкового оружия. Шашка с адыгейского или черкесского языка переводится как «большой» или «длинный нож». Как вид боевого длинноклинкового рубяще-колющего холодного оружия, шашка стояла на вооружении русской, а потом и Красной армии вплоть до середины 20 века, став последним в истории холодным оружием, имевшим массовое боевое применение. Шашка была заимствована казаками у горцев во времена русско-кавказских войн и практически сразу заменила саблю как наиболее совершенное оружие внезапного мощного удара, который сразу решал исход поединка. Эффективность удара шашкой проверяют или, как говорят, ставят на лозе или на прутьях. Смотрите. Еще одна важная деталь. Эффективному применению шашки можно было обучать солдат за очень короткое время. Достаточно было всего лишь изучить несколько ударов, и воин мог стать в строй. Изучали удар слева сверху, справа сверху, горизонтальный удар и несколько уколов. Все. Солдат представлял из себя боевую единицу. В последнее время можно часто увидеть, как шашкой выполняют вот такие вращательные движения. Конечно, в бою они не применялись. Такие движения служат лишь для того, чтобы улучшить координацию владения этим оружием. Шашка – это оружие первого удара. И самое интересное, что в военной истории существует еще один вид клинкового оружия, который применяется в той же тактике. Самурайский меч катана.
Японские самураи придавали особое значение быстроте владения мечом. В искусстве владения катаной существовала даже отдельная дисциплина, которая была направлена на выработку навыков нанесения первого удара. И несмотря на то, что японская техника ударов мечом достаточно разнообразна, некоторые атаки шашкой могут посоперничать с фехтовальным искусством самураев в быстроте и боеспособности. Давайте проведем эксперимент и выясним, какой из ударов скорее достигнет цели. Атака шашкой или традиционный удар самурайским мечом. А теперь атака шашкой. Ну что же, я думаю, ответ на вопрос, какое оружие достигло цели первым, очевиден. Нам остается лишь гордиться тем, что шашка до сих пор остается хоть и парадным, но оружием российской армии.